Спектакль для молодежи и подростков по мотивам бременских музыкантов «Зомби-бенд» в жанре хоррора. По замыслу режиссера человечество настигла ужасная эпидемия, и в мире наступил хаос. Землю заполнили безжалостные зомби. Изгнанные, отвергнутые хозяевами герои, команда музыкантов ищут сообщество живых людей. Главные герои хоть и превратились в зомби, но не забыли, что такое человечность. В числе главных персонажей спектакля принцесса и трубадур, который превратился в зомби и влюбился в нее с первого взгляда. Роль принцессы получила артист куклового театра Сайдаш Тумат. Как бы всем было бы несложно, но мне как-то сложно, потому что это персонаж добрый. Злых играть легче, чем добрых. Вот поэтому сложнее было войти в роль. Так как она очень легкая, в ней нету ничего отрицательного, она должна быть такой легкой, веселой, красивой. Вот поэтому было тяжело. Итогом спектакля стала любовь, которая была настолько сильной, что отрицательные персонажи сами захотят мира между людьми и зомби. Мы хоть и зомби, но мы не забыли, что такое человеческое. И в этом, наверное, и плюс, что влюбился в принцессу, хоть и зомби, хотели мира и добра. Режиссер спектакля Аржана Дамдын поделилась, что подобный сюжет, в котором есть фантастика, любовь, зло и музыкальное исполнение героев, заинтересует зрителей. Музыкально-пластический комедийный хоррор. В этом спектакле очень много юмора. Несмотря на то, что называется как бы хоррор, но здесь как бы такого страшного ничего нету. Он очень смешной, такой комедийный, юморной. Здесь много очень шуток. Всех призываю, молодежь, особенно подростков, на этот замечательный спектакль. Потому что в этом спектакле вы для себя найдете что-то новое. Корейская субкультура, получается. Костюмы тоже именно такого стиля. Напомним, премьерный показ спектакля состоится 24 сентября. Для самых маленьких зрителей покажут «Колобок» по мотивам русской народной сказки. Оба спектакля пройдут на русском языке. Инна Клоян, Буян Аюн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.